Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Впервые за многие годы Гагарский район перестал быть дотационным. Президент Абхазии Аслан Бжани обсудил с активом района исполнение бюджета, эпидобстановку, ситуацию на дорогах и собираемость платежей за электроэнергию. Игнорирование вакцинации многими нашими гражданами вызывает негодование. Только вакцинация помогает избежать тяжелого течения COVID-19. Апсно-медиа. Так называется новое государственное учреждение, объединившее газеты «Апсно» и «Республика Абхазия», а также информагентство «Апсно-пресс». Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открыл сбор средств для 5-месячного Самира к вицине. Впервые за многие годы Гагарский район перестал быть дотационным. Президент Абхазии Аслан Бжани обсудил с активом района исполнение бюджета, эпидобстановку, ситуацию на дорогах и собираемость платежей за электроэнергию. Подробности в репортаже Сима Аргон. Об исполнении бюджетного плана, доходах и расходах доложил президенту Аслану Бжани глава Гагарского района Юрий Хагуш. В своем докладе он подчеркнул, что возглавляемый им район перестал быть дотационным и показал профицит бюджета. Такие показатели, по его словам, результат деятельности налоговой инспекции и выросшие собственные доходы администрации района. План налоговых и неналоговых доходов бюджета Гагарского района на начало года составлял 350 миллионов рублей. На сегодняшний день фактические поступления в местный бюджет уже составили 508 миллионов. Помимо налоговых поступлений в бюджет, также есть и значительное увеличение собственных доходов администрации, благодаря пересмотру арендных платежей муниципальной собственности, а также возвращению задолженностей по приватизированным объектам прошлых лет, отметил Юрий Хагуш. За 10 месяцев 2021 года удалось увеличить расходную часть бюджета на 160 миллионов рублей. Эти средства распределены по всем направлениям, в первую очередь на здравоохранение. В 2021 году за счет средств местного бюджета и Министерства финансов была увеличена заработная плата работников здравоохранения до 20%. Средняя заработная плата составляет 19 тысяч рублей, 19 100 рублей. Так, в текущем году были приобретены реанимобили и карета скорой помощи на сумму 8 миллионов 700 тысяч рублей. Произведен ремонт отделения лаборатории на сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Установлена система централизованной подачи кислорода на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. На совещании были подняты важные и актуальные вопросы, которые требуют решения в первую очередь. К примеру, платежная дисциплина жителей района крайне низкая. Президент выразил недовольство по этому вопросу. Аслан Бжани потребовал от глав сельских администраций и руководителей филиалов Черноморэнерго увеличить сборы за потребленную электроэнергию. Я такие поездки буду осуществлять. К вам приеду в конце января, и здесь должны быть цифры. Это означает, что не дорабатывают местные органы управления и энергетики. И собираемости такой быть не должно. Это означает только одно – безответственное отношение руководителей. Это как не означает, что у людей нет денег. На встрече не обошли вниманием и эпидемиологическую обстановку в Гагре. По словам главного врача Центральной районной больницы Индира Арсалия, эпидситуация пока еще остается тяжелой. Главврач рассказала о работе медучреждений и планах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Главным учреждением является Гагарская центральная районная больница, в Пицунде больница, поликлиника в Цандрипше, 4 СВА, 2 из них функционируют. 8 ФАПов, 3 станции скорой медицинской помощи. На базе Гагарской центральной районной больницы функционирует стационарно 220 коек, поликлиника и станция скорой медицинской помощи. На сегодняшний день ковид-положительных пациентов у нас в районе 305, активных пациентов 305. За весь период обследовано 15 315 человек, из них положительных по району выявлено 5226 человек. Не радует ситуация на дорогах. В последнее время участились случаи ДТП в районе. Начальник РОВД по Гагарскому району Денис Айба привел статистику и рассказал о криминогенной обстановке. В общей сложности Аслан Бжани остался доволен проделанной работой в Гагарском районе. Президент дал соответствующие поручения и рекомендации. Сима Аргун, Али Катраб, Шарина Агухава, Саида Агухава, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о совещании президента с активом Гагарского района смотрите в рубрике «Амшек Шараяцу» после выпуска новостей.
Алхасу Хварцке, стрелявшему в административное здание РУП «Черноморэнерго», отменили домашний арест, сообщает пресс-служба Верховного суда. Определением кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии данное решение Сухумского городского суда от 29 ноября текущего года признано незаконным и необоснованным. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В течение 3 суток со дня отмены решения Сухумского городского суда этим же судом в ином составе подлежит повторному рассмотрению ходатайства органа расследования об избрании в отношении Алхаса Хварцке меры пресечения в виде заключения под стражу. Производство по жалобам защитников депутатов Народного собрания Гарри Кукая и Алмазхана Ардзинба на заключение судебной коллегии Верховного суда прекращено в связи с их отзывом. 18 октября судебная коллегия Верховного суда, рассмотрев представление генерального прокурора по событиям, имевшим место 30 сентября и 1 октября 2021 года, вынесла заключение об установлении признаков преступлений в действиях депутатов Гарри Кукая и Алмазхана Ардзинба. Данные решения вступили в законную силу 8 декабря 2021 года. 14-летний мальчик погиб в результате пожара в Тпарчале ночью 8 декабря, сообщает пресс-служба МЧС. На место происшествия выехали 3 пожарных расчета. К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь полностью охватил квартиру по улице Ардзинба. По словам спасателей, подросток задохнулся от угарного газа. Частично выгорела и 2-я квартира, расположенная рядом. По предварительной версии, причиной пожара стал электронагревательный прибор. В республике сохраняется сложная эпидситуация. По словам медиков, иногда только в одно медучреждение в день поступают 13 человек. По статистике, большая часть из них не вакцинирована. Насколько вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни при коронавирусной инфекции? Смотрите в материале Гугуцы Вардания. Сейчас мы находимся в инфекционном отделении больницы. Здесь, в этом корпусе, более 30 человек. Мест практически нет. Противочумные костюмы, респираторы и маски. Кругом суета. Медработникам нужно вовремя перенаправить пациента в другое отделение, взять у каждого кровь на анализы, измерить сатурацию. Все это по несколько раз в день. У врачей нет времени на обычную жизнь. При этом пациенты в большинстве своем не делали вакцину по определенным причинам. Однако сейчас их мнение изменилось. С четверга я нахожусь здесь. А у вас вакцина была? Нет, не было у меня вакцины, я не вакцинировалась. Почему? Ну, не знаю, почему-то пока не посчитала нужным, а почему даже не могу объяснить. Ну, например, вот мой супруг, он давно провакцинировался и ничего, я его не заразила. То есть он не заболел? Нет, он не заболел. Он не заболел. То есть все-таки вакцинироваться надо? Надо, я считаю, что это надо делать, обязательно надо. И все. Обязательно надо сторониться, не посещать никакие мероприятия, никакие свадьбы. Ничего сейчас нельзя делать. Эльвира Возба в Гудаутской ЦРБ уже 2 недели. Но она не пациент. Все это время ухаживает за своей матерью. Страшное позади. Сейчас только положительная динамика и подготовка к выписке. Сегодня делали КТ. И я думаю, что динамика положительная. Огромное спасибо хочется сказать персоналу и вообще всем. И еще, пожалуйста, вакцинироваться, наверное, все-таки нужно всем. Потому что вакцина, я так считаю, что она больше поможет, чем навредит. Я уже вакцинировалась, но я не успела вакцинировать мать. Вот, и я, конечно, об этом очень жалею. Она была против вакцинации? Ну, я бы не сказала против. Просто, видимо, мы не успели вот этого сделать заранее. По словам медиков, среди вакцинированных очень низкий процент заболевших COVID-19. Они, если даже заболели, переносят коронавирус намного легче. Например, Юлия привилась. И это во многом облегчило течение болезни. Прививаться обязательно надо. Сейчас вот на работе у нас все девочки прививаются. Поняли, наконец, что надо прививаться. Не делает народ. Я вот здесь случайно подошла к окну, увидела, как привозят больных. Сердце разрывается. Когда вот видишь там, как на улице завозят, прям очень жалко. И, уже
столько много времени проходит, никак излечиться не можем. Немножко, чтобы люди осторожнее были, чтобы соблюдали все, что надо. Сколько умерло-то много? Очень мало привитых. Если честно, то привитые, они намного легче переносят. Но пока что у нас очень мало людей вакцинируются. Может быть, пока побаиваются сами. Большинство пока не могут объяснить, с чем это связано, почему они не сделали. Бывает такое, что в семье один человек привит, остальные как бы побаиваются и не прививаются. Но после того, как они заболевают, после того, как они все это уже на себе испытывают, начинают это плохо переносят, они уже понимают, что все-таки нужно прививаться. В основном люди заражаются COVID-19 после посещения массовых мероприятий. На сегодняшний день по всей больнице 79 пациентов. Обращаемость большая. Только за вчерашний день в Гудаутскую ЦРБ поступили более 13 человек с диагнозом COVID-19. И в таком темпе медики живут ежедневно. Хотелось бы, чтобы, конечно, люди соблюдали все нужный масочный режим, чтобы они прививались, не посещали массовые скопления людей, чтобы они эти... Сейчас у нас не получается, чтобы на похороны не пошел, как это так, что компании всякие, свадьбы все-таки играют. И после них уже через неделю, там, через 10 дней уже получается очень много больных. Это замечательные врачи. Я рада, что у нас, имея вот такой вот персонал врачей, внимательных, и каждый знает свое дело, все так четко распределено у них, и придут, и добрым словом помогут. И так, я считаю, что в Абхазии есть будущее, где вот такие вот врачи. Большое им спасибо. Сегодня, может быть, я вам и не смогла выдать интервью. Мне вчера был очень сердечный приступ. Тут бригада Ерия, да, его фамилия? Тут такое они сделали. Ну, все возможно и невозможно. Меня вернули с того света. Я очень им благодарна. Какие здесь врачи, вы даже не представляете. Особенно за отделением, тот же вот Шазина. То, что она делает, это отдельная история. Это уже грамотные, все на своем месте. За стенами этой больницы совсем другая реальность. Здесь каждый день идет борьба за жизнь. Многие из тех, с кем мы сегодня разговаривали, пациенты, они не были вакцинированы по каким-либо причинам. Но если бы у них была возможность повернуть время назад, то они не сделали бы ошибки. Угусавардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции обсудили на заседании столичного оперштаба по борьбе с COVID-19. Заседание прошло под председательством мэра Беслана Эшба. Подробности в репортаже пресс-службы администрации Сухума. Пандемия не отступает. Ситуация тревожная. С таких слов начал заседание оперштаба глава администрации Сухума Беслан Эшба. Он просил доложить, какова на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в столице. По информации начальника управления здравоохранения, идет активная фаза вакцинации в первой поликлинике. Ирма Воба озвучила статистику по количеству заболевших и выздоровевших в Сухуме и Сухумском районе. За весь период пандемии заболело 13 491 человек, выздоровело 12 520, умерло 235. Главврач инфекционной больницы рассказал о полной ее загруженности. При этом сказал, что нехватки в медикаментах и кислородных баллонах нет. Астамур Гуни озвучил проблему частого обращения за лечением в приемный покой инфекционной больницы людей, которые получили положительные ПЦР-тесты. Исходя из практики, он отметил, что проходит около 4 дней, пока с больными связываются участковые врачи. С момента сдачи ПЦР и до постановки на учет этого больного проходит у нас почему-то как минимум 4-5 дней. Как-то это вот, если можно ускорить, то есть тот сдал человек, да, ПЦР, получил положительный ответ, санэпидстанция где-то на следующий день звонит, и потом уже передают в поликлинику, да, и пока поликлиника поставит его на учет, вот в районе 4 дней проходит. Ну, давайте ускорим этот процесс. Что нужно для этого сделать? На каком основании вы говорите, что на 4-5 день получает лечение? В тот же день, как нам передают информацию о нем,
тут же через Ну, час вы поздно, или два позже врач получаете. начинает производить обзвон. Давно не было жалоб, чтобы на 4-5 сутки не звонили больные. Суббота, воскресенье или праздничные дни, может быть, что-то, если нам информация как бы не поступила. А так, чтобы столько суток больной был без лечения, это... Хотя присутствующие медики пытались возразить, что давно уже такого нет, были приведены примеры, когда выпадают выходные дни в обслуживании амбулаторных пациентов. Беслан Эшба в категорической форме потребовал, чтобы на установку первого телефонного контакта пациент-участковый врач затрачивалось не больше суток. Надо пересмотреть. Нам выходной день в такой обстановке, понятно, значит, на дежурного врача надо, или дистанционно, или доктор, который, значит, в этот день не работает, выходным считается. Ну, вообще-то, как мы знаем, доктора все работают почти каждый день. Где-то в каких-то больницах еще они занимаются, значит, своей деятельностью. Поэтому, если они уже, вы распределили на них, и есть неотложное сообщение, значит, пациенту, надо эту информацию доводить. Начальник управления образования Сухума сообщила, что в столице возросло число болеющих школьников, а среди педагогов наблюдается спад заболеваемости, что напрямую связывается с проведенной вакцинацией. Из 723 педагогов уже вакцинировались 140, и каждый день к общему количеству добавляется по 4-5 вакцинированных. 8 классов по городу Сухум из 540 закрыты. Болеющих педагогов 18. А с детьми картина сейчас похуже, конечно. Неполных 8 тысяч, 102 ребенка болеющих. Эти праздничные дни, если мы удержим своих детей, то за 20 дней у нас, конечно, будет получше картина, так думаю. Больше всего учеников с коронавирусом выявлено в 5-7 классах в 3-й школе, в связи с чем Управление образования выходит к мэру с предложением о частичном закрытии учебного заведения на неделю. Глава администрации Беслан Эшба поручил главному санитарному врачу Сухума провести рейдовые мероприятия в школах республики. Провести также рейдовые мероприятия по всем школам, имеется в виду на предмет, значит, соблюдения тех, значит, требований и условий, которые были в обязательном порядке к исполнению представлены руководству школ. Вот. Проверить, как это работает, чтобы там не было у нас, значит, проблем или какой-то нехватки каких-либо, значит, там, я не знаю, санитайзеров или каких-то других средств. Посмотрите, как работает перемена, где дети больше всего собираются или там, где происходит вот эта контактная часть. Посмотреть, может быть, какие-то вещи можно сделать дополнительного характера. А стандартизованно родителей не пускаем в школу по сей день, правильно? Так, температуру замеряем. Алла Ивановна, проверить все. Мэр поручил провести рейды и по банкетным залам и ресторанам на предмет выявления запланированных праздничных новогодних массовых мероприятий. На совещании Беслан Эшба просил обратить пристальное внимание на темпы вакцинации в подведомственных администрации структурах, сотрудники которых контактируют с большим количеством посетителей. Надо начинать с себя. Никто не может кому-то советовать вакцинироваться, если у него в коллективе этого не делают, отметил он. В нашей стране, как и, наверное, в большинстве стран мира, не выработан пока коллективный иммунитет по коронавирусу. Поэтому проговорим давайте, как нам усилить работу по вакцинации. В всяком случае, под тем подразделением, которые входят в структуру администрации города. Особенно социальный блок. Медики устали и дай Бог им здоровья и низкий поклон. Как говорится, что они еще эту нагрузку терпят и выдерживают. Поэтому помогают друг другу, медики нам, мы общей ситуации, я имею в виду населению. Вот так надо вопрос ставить перед своими работниками и сотрудниками. Надо показать пример. Надо показать пример в собственном опыте, на том, что, значит, где больше есть, значит, людей вакцинированных, там, конечно, меньше болеют. Главврач Сухумской скорой помощи Аслан Джопу рассказал, что большая часть его коллектива уже вакцинировалась и признался, что даже отстранил от работы 2 коллег, которые, будучи квалифицированными медиками, не понимают полезность и значимость вакцинации. К концу этой недели у нас почти 90-95% коллектива будет провакцинировано. Те доктора, которые не понимают, что сегодня нужно вакцинироваться, агитируют, не делайте или что-то, вот таких отстранил от работы. Заместитель главы администрации Сухума Стамура Шуба заметил, что у каждого человека есть право выбора. Но когда речь идет о пандемии и особых условиях существования, вакцинация поможет сберечь жизни людей.
На совещании также поднимался вопрос и о необходимости открытия фельдшерского пункта в новом районе, который, вероятнее всего, появится там уже в следующем году. Амрамичба Сергей Каджая, пресс-служба администрации города Сухум. Вопрос вакцинации населения от коронавирусной инфекции министр здравоохранения Эдуард Бутба обсудил с главврачами медучреждений, ответственными за ход кампании по вакцинации специалистами. На 7 декабря по республике российскими препаратами «Спутник Ви» и «Спутник Лайт» привито около 13 тысяч человек. Прививочные пункты открыты в каждом районе. И все же темпы вакцинации снижаются. С главами администрации районов прорабатывается возможность обеспечения жителей сел транспортом, который доставит всех желающих в ближайший пункты вакцинации. Министр подчеркнул, что руководители государственных организаций должны усилить работу по вакцинации сотрудников. Эдуард Бутба в очередной раз призвал граждан соблюдать ограничительные меры в период праздников. Печальные вести. Ушли из жизни добровольцы Отечественной войны народа Абхазии. Кавалер ордена Леона Анзор Тимирканов из Кабардино-Балкарии, кавалер ордена Леона Муаед Афаунов из Карачаево-Черкесии и репатриант, доброволец из Турции Иргюн Ачузба. Председатель Совета старейшин черкесского народа Качер Абу Юсуф Банов и кавалер ордена Леона Артур Алоев поделились своими воспоминаниями о Муаеде Афаунове и Анзоре Тимирканове. В 21 год Муаед после начала войны абхазского народа против грузинских агрессоров приехал в Абхазию. Приехал первый раз. При этом он обманул своих родителей, сказал, что выезжает на 2-3 дня по делам и уехал в составе некоторых ребят-добровольцев. После начала службы в рядах вооруженных сил Абхазии при выполнении боевого задания получил тяжелое ранение. Приехал на лечение, не долечившись, уехал опять туда же. Попал в батальон Владимира Шакировича Авицба и воевал в его составе где-то порядка 5 месяцев. После опять в одном из боестолкновений получил тяжелое ранение. Опять, не долечившись, уехал обратно и получил 3-е ранение. Вот так воевал этот человек с первых дней, мужественно, безоглядно. Всекавказский человек, начиная с Южной Осетии до Абхазии, он был во всех республиках почитаем и уважаем всеми добровольцами, членами семей и близких погибших добровольцев. Человек светлой и огромной души, с высокими личными, деловыми и моральными качествами. Он после войны был назначен на должность советника президента Республики Абхазия по вопросам добровольцев Северного Кавказа и Юга России. На этой должности он сделал очень много для сближения народов. Светлую память о прекрасном человеке, добровольце, кавалеры ордена Леона сохраним в наших сердцах. Муаед Афаунов был действительно достоин этого. Насчет Тимирканова Анзора хочу сказать, что этот человек прибыл в 1992 году добровольцем в Абхазию, участвовал в боях за Сухум-ГЭС, Ахалшени, Ахабюк. Взятие Сухума тоже участвовал. В общем, до конца войны он находился в группе Шорова Муаеда. Он участвовал в пленении генерала Мамуашвили и его группы, что находилась на Сухум-ГЭСе. Как человек зарекомендовал себя надежным товарищем, боевым товарищем. Умел ценить моменты радости, разделял горе с абхазским народом. Полюбил этот народ, остался жить, жил и проживал до нынешнего времени в городе Гагра. Очень жаль, что такие люди сейчас уходят от нас. Подходил ко всему во время войны очень ответственно, так как он был уже с боевым опытом. В прошлом он служил в Афганистане. В общем, человек с большой буквы Анзор Тимирканов. Педагоги и студенты из Абхазии получат возможность обучения в ресурсном центре «Экотехнопарк Волма» Республиканского института профессионального образования Беларуси. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи министра просвещения и языковой политики Нала Габли с руководством колледжа. Ресурсный центр предназначен для реализации образовательных программ с применением современного оборудования, энергосберегающих технологий, профессиональной подготовки разных возрастных групп населения, а также для научных исследований в области энергетики,
энергетики, энергоэффективности и экологии. В Беларуси более 40 ресурсных центров по разным видам экономической деятельности. Но в области энергетики этот центр единственный, где обучают учащихся профессионально-технических, средних, специальных, высших учебных заведений. 8 декабря Инал Габле также встретился с представителями московской абхазской диаспоры. Обсуждались планы в сфере образования Абхазии и результаты встречи абхазской делегации в Минске и Москве. Роберт Джопо возглавил вновь созданное государственное информационное учреждение «Апсномедиа». Решение об образовании «Апсномедиа» было принято 21 октября Кабинетом министров Абхазии. Новое государственное учреждение объединило республиканские газеты «Апсны», «Республика Абхазия» и информагентство «Апснопресс». Изменить подходы к изданию главных государственных газет и сделать их привлекательнее. Такова цель создания нового информационного учреждения, отметил заместитель руководителя аппарата Кабинета министров Кристиан Бжаня, открывая встречу с коллективами 2 государственных газет и информационного агентства «Апснопресс». Мы долго думали над тем, как изменить сложившуюся и в финансовом отношении, и в хозяйственном отношении ситуацию в наших в редакциях государственных СМИ. Долго думали над тем и понимали, что необходимо изменить подходы к изданию главных государственных газет. Думали над тем, как сделать их привлекательнее, и всегда упирались в одну и ту же точку, в одну и ту же проблему. Она заключалась в том, что все вроде по своему статусу наши государственные СМИ одинаковые, но в то же время финансирование их как бы не коррелируется. По мнению Кристиана Бжаня, чтобы привлечь читателей, сегодня необходимо изменить работу газет, метод подачи и качество издаваемой продукции. Вы все прекрасно понимаете, особенно руководители средств массовой информации, как сложно заниматься в одно и то же время и решением исключительно творческих задач, ради которых, собственно говоря, и созданы СМИ, и заниматься еще и материально-техническим обеспечением редакций. Это действительно сложный процесс. Поэтому мы пришли к консолидированному решению на данном этапе объединить имущественный комплекс всех наших государственных редакций под управление республиканского государственного учреждения «Апсномедиа» с тем, чтобы делегировать ему все вопросы, связанные с финансовым и техническим обеспечением деятельности редакции газет и информационного агентства. В перспективе редакции 2 газет «Апсны» и «Республика Абхазия», а также и информационного агентства «Апснопресс» будут работать в одном обновленном офисе в центре столицы. Председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш отметил, что до конца текущего года будет приобретен микроавтобус, чтобы доставлять газеты в районы республики. У нас на спецсчет есть определенные средства, благодаря чему я обещаю вам, что у вас будет 1 микроавтобус. Главная задача – утвердить структуру, бюджет на следующий год. Процедура юридической реорганизации, она позволяет исполнять те юридические обязательства, которые были у редакции. И потихонечку будет какой-то определенный этап. Если какие-то договорные отношения есть с какими-то учреждениями, органами госуправления, эти все договорные отношения, они останутся, они сохранятся. Представляя генерального директора «Апсномедиа», заместитель руководителя аппарата Кабинета министров подчеркнул, что Роберт Джопо не новый человек в журналистике и что он хорошо знаком с творческой работой. В свою очередь Роберт Джопо отметил, что совместными усилиями 2 газеты и информагентства будут работать в ногу со временем. Газетам, нашим государственным 2, в частности, очень трудно конкурировать в информационном поле с теми же электронными СМИ, поэтому есть видение, как это решать, поэтому будем двигаться в этом направлении. Опять-таки надеемся и на поддержку государства в реализации этих проблем.
Кристиан Бжань ответил на вопросы журналистов, касающиеся организации работы в новом медиахолдинге, о целях Апсномедиа, повышения заработной платы, штатной структуры. Жазина Ханагуа, Раму Камки, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии выпустил в обращение памятные монеты «Кабардинец» и «Натухаец» из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа», сообщается на сайте банка. Серебряные монеты номиналом в 20 апсар выпущены тиражом 100 штук каждая. Художник Батал Джапуа. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями республики. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открыл сбор для 5-месячного Самира Квициня. Предварительный диагноз ребенка – перинатальное поражение центральной нервной системы. Заболевание представляет опасность для жизни и здоровья Самира. Ему срочно необходима госпитализация в НПЦ детской психоневрологии в Москве. Стоимость лечения – 350 тысяч рублей. История этого крохи вряд ли кого-то оставит равнодушным. Самир Квициня родился раньше срока путем экстренного кесарево сечения. С первых дней жизни состояние малыша было тяжелым. У него наблюдалось кислородное голодание, вплоть до отека мозга. Сначала ребенка выхаживали в роддоме, затем лечение было продолжено в детской больнице. Когда ему укол делали, я видела, что он вообще не реагирует на укол, и он вообще не плакал. Даже как вам сказать, как обычно. Ребенок не то, что должен делать, он не делал. Он просто лежал и не двигался. Но потом, как говорили врачи, будем лечить, лечили, но уколы, все, что надо было, мы все делали. Родители ребенка обратились к неврологу. Самиру поставили предварительный диагноз – перинатальное поражение центральной нервной системы. На сегодняшний день ребенок отстает в развитии. Он не гулит и не переворачивается, не может держать голову и плохо набирает вес. Если мы не будем это лечить, она сказала, что он может к худшему этому прийти, еще может намного хуже, чем сейчас. Я 2-3 раза к ней ездила, мы проверялись, но улучшений такого нет. Тяжелые перинатальные поражения мозга угрожают жизни и здоровью малыша. Самир нуждается в срочной госпитализации в НПЦ детской психоневрологии Москвы. На лечение необходимо 350 тысяч рублей. Эта сумма неподъемная для семьи Квициния, в которой помимо Самира есть еще старший ребенок. Обратилась молодая семья с тяжело больным ребенком. Диагноз поражения головного мозга и нервной системы, развитие отстает у ребенка, и необходимо собрать 350 тысяч рублей. Ребенок Самир Квициня нуждается в экстренной помощи. Если сейчас своевременно ему помочь, есть вероятность, что он полностью сможет восстановиться и не отставать от своих сверстников и быть здоровым. И я, как член попечительского совета, обращаюсь ко всем нашим гражданам как-то сплотиться и собрать эту небольшую сумму для того, чтобы спасти жизнь ребенка. Благодаря отзывчивым людям у малыша появится шанс на полноценную жизнь. Ведь если своевременно начать лечение, можно добиться частичного или даже полного восстановления функций нервной системы. Помочь ребенку можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 9 декабря, в Абхазии ожидается облачность, временами дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой. Температура воздуха ночью +7 – 12, днем 11-16 тепла. Температура морской воды +14. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.